Заболеваемость корью в Кыргызстане идет на спад, однако впереди новый учебный год. Вспышка произошла в том числе из-за того, что родители сомневались в безопасности вакцин. Специалисты заверяют, это совершенно не опасно. Какие доводы они приводят? Более 10 лет Кыргызстан закупает вакцины из разных стран. Болгария, Индия, Корея, Нидерланды и Индонезия. Вакцины поступают воздушным транспортом при соблюдении правил холодовой цепи при температуре от +2 +8 градусов. Как происходит транспортировка вакцины на национальный склад? В Республиканском центре иммунопрофилактики показали процесс. В данный момент мы находимся в воздушно-грузовом центре в международном аэропорту НАС. К нам прибыла вакцина. Мы сегодня покажем вам весь процесс таможенной очистки, то есть растамаживания, транспортировки, хранения и распределения вакцин. Для получения документов нам понадобится доверенность и копия паспорта. Мы получили документы, дальше пойдем оформлять таможенное оформление. Сейчас мы получили идентификатор пакета, дальше пойдем производить осмотр груза. Мы произвели досмотр груза, и здесь мы видим вакцину первой стадии с флаконным термоиндикатором. Сейчас мы загрузили вакцину в авторефрижератор, дальше поедем в национальный склад. В национальном складе имеются холодовые камеры. Здесь тоже хранятся при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия. При отключении электроэнергии мы подключаем к генератору. Еще есть у нас электронный индикатор, электронное устройство, которое показывает температуру более 30 дней на дисплее. И когда мы подключаем в компьютер, оно будет показывать архивацию данных более 60 дней. Мы можем увидеть, не было ли сбоя температуры. Это электронное устройство называется FridgeTag, показывает температуру на дисплее за 30 дней. Когда мы соединяем USB кабель в компьютер, оно даст нам архивацию данных за 60 дней. Сейчас на данный момент показывает температуру +5 градусов. Также мы можем увидеть и предыдущие дни, какая была температура максимальная и какая была минимальная температура. И имеются они на каждой полочке. На все вакцины имеются такие флаконные термоиндикаторы. Это показывает о том, что вакцина можно использовать или нельзя использовать. Есть две стадии, которые можно использовать. Это тогда, когда внутренний квадрат внешнего круга все еще светлее. А если внутренний квадрат будет темнее внешнего круга, то эту вакцину нельзя использовать. И каждый раз мы проверяем флаконный термоиндикатор. Какие существуют доказательства качества вакцины? Вакцины, применяемые в Кыргызской Республике, соответствуют национальным требованиям и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, а также международным стандартам GMP. Это надлежащие производственные практики, которые прошли процедуры предварительной квалификации ВОЗ. У нас имеется GMP-сертификат, мы на них ориентируемся и закупаем
те вакцины, которые имеют GMP-сертификат, которые прошедшие предквалификацию ВОЗ. Затем государственный контроль за качеством, эффективностью и безопасностью вакцин осуществляет Департамент лекарственных средств и медицинских изделий. Ввозимые вакцины подлежат обязательной государственной сертификации, проверке соответствия серии вакцин, требованиям специфической безопасности и экспертизе нормативно-технической документации. То есть после прибытия вакцины Департамент лекарственных средств и медицинских изделий проверяет все вакцины, серии, наименование вакцины, потом выдают нам заключение о качестве вакцин. Вот такое. И после получения сертификата мы распределяем вакцины по республике. Как вакцины поступают в регионы? Давайте посмотрим на примере Чуйской области. Для выдачи вакцин нам требуется заявка и 2 доверенности. На основании этой заявки мы выдаем вакцину и расходные материалы в Чуйскую область. Для упаковки вакцин нам требуются кондиционированные хладовые элементы. Дальше начинаем упаковывать наши вакцины. Устройство индикатор замораживания ставится на те вакцины, которые чувствительны к замораживанию. На дисплее показана галочка, это означает, что нарушения замораживания вакцин не было. На этом мы закончили упаковку вакцин, закрываем крышку и передаем вакцину в Чуйскую область. Мы получили вакцину с Республиканского центра иммунизации. Сейчас мы будем все это складировать в нашу холодовую комнату. Холодовая комната у нас в данное время температура плюс 5 градусов, должно быть плюс 2, плюс 8, то есть это нормальная температура. В этой коробке у нас находится электронный индикатор. Мы на него смотрим, показывает птичку. Это значит, что не подвергался замораживанию, и наша вакцина, транспортировка была нормальная. Вакцина на областном складе, согласно требованию и доверенности, к нам приехала уже район, Соколовский район, с термосумкой для транспортировки вакцины. Хладосумка у нее обложена хладоэлементами, и согласно разнарядке будет выдана вакцина. Согласно доверенности и требованиям Соколовского СГСН, вакцина выдается по разнарядке. Одну часть накладную заполняю я, то есть какой вид вакцины, серия, срок годность, статус замораживания, флаконный индикатор. А вторую половину заполняет иммунолог Соколука по приезду в ЦГСН. Согласно требованиям, Соколовский ЦГСН получает вакцину против гепатита Б. Мы ее закладываем в хладосумку, заложенной хладоэлементами. Сверху вакцины мы должны закласть флаконный индикатор.